Коми подвели итоги масштабной акции по сбору ртуть-содержащих отходов. Жители региона за сутки сдали 25 тысяч отработанных люминесцентных и энергосберегающих ламп, плюс сотни термометров. В общей сложности это больше 1,5 килограммов ртути. Часть опасного груза уже прибыла в специализированную химико-радиологическую лабораторию. За процессом переработки тяжелых металлов наблюдала Виктория Палкина. Центральной площадкой по сбору ртуть-содержащих отходов в этом году стал Сосногорск. Там развернули 3 мобильных пункта приема. Весь собранный материал уже привезли на утилизацию. Здесь и термометры, и лампы. Только в Сосногорске собрали 9 тысяч люминесцентных и энергосберегающих ламп. По оценке специалистов, переработать их смогут за 2,5 недели. Весь полученный стеклобой отправят на полигон, как отходы 4-го класса опасности. Специальная установка справляется с тяжелым металлом за час. Процесс контролируют техники-лаборанты. За один раз загружают чуть больше 150 ламп. Дальше все делает высокая температура. При температуре 200 градусов ртуть испаряется и поступает в низкотемпературную ловушку, в которой содержится жидкий азот. Она там охлаждается и конденсируется. В процессе того, после того, как азот испаряется, она стекает в приемник для ртути. Потом мы ее собираем и отправляем на завод. Специалисты химико-радиологической лаборатории проводят экологический ликбез при каждом удобном случае. До сих пор есть те, кто выбрасывают опасные отходы в обычные мусорные контейнеры. Хотя в муниципалитетах уже организованы специальные площадки. Опасность и люминесцентных ламп, и термометров одинакова, так как и люминесцентные лампы, и термометры содержат такое опасное токсичное вещество, как ртуть. Единственное различие, что в термометрах, конечно, металлической ртути гораздо больше, порядка 2 грамм. В лампах в среднем содержится около 60 миллиграмм ртути в виде паров. Масштабная акция по сбору ртуть-содержащих отходов стартовала 2 года назад. Тогда показатели были скромнее. Уже в 2014-м жители принесли больше 15 тысяч ламп. Опасный металл сдавали даже в жидком виде. В этот раз объемы собранных отходов выросли вновь. Активность жителей республики растет. Это нам очень радует. То есть, значит, люди не безразличны к экологической безопасности нашей республики. То есть, хотелось бы особо выделить активность жителей Сыктывкара, Сосногорска, Ижемского района. Но есть и муниципалитеты-аутсайдеры. К примеру, в Усть-Цилимском и Кайгородском районах в этом году к экологической акции отнеслись равнодушно. О безопасности и будущем здесь, похоже, пока не думают. Между тем, и сбор, и утилизация для жителей Коми бесплатны. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.